Прямо сейчас мы с вами совершим уникальную прогулку с чехом Петером Кунишем, который только что приехал специально в Уфу. К городу у него особый интерес, ведь в Праге, откуда он родом, есть особая улица с названием Башкирская. Какова история этой улицы, кто ее так назвал? Управление города там называли прежде всего в 70-х, 60-х, 70-х годах разные улицы названиями в честь разных городов России, стран бывшего Советского Союза. А жители вообще понимают, что такое Башкирская, Да. что есть такой регион? Чехи очень много знают о России. Я всю жизнь работал в туризме, в системе профсоюзного отдыха и туризма. Побывал несколько лет назад на Урале, в Екатеринбурге, в Перми, в Калининграде. Я хочу прежде всего посмотреть, конечно, много за один день, за сутки не успею посмотреть, не успел. Получил материалы от администрации города, так что посмотрю и постараюсь написать такую объективную статью, положительную. То есть вы конкретно для чехов освещаете города России? Совершенно правильно. Это мой хобби такой. В вашем представлении Уфа имеет какую-то ценность архитектурную, туристическую, историческую? Престижный город. Мне, например, понравились по дороге с аэропорта, по дороге направо видел такие целые микрорайоны небольших домов. Очень интересная архитектура, не то, что строят в некоторых русских городах, такие огромные дома, это у нас называют стиль капиталистического барокко. Как рассказал нам Петер, в Праге очень много людей, интересующихся русской культурой. Кстати, и в Уфу он приехал для того, чтобы разыскать девушку, которая в детстве жила в Праге, а позже уехала в Уфу. Он ее так и не нашел, поскольку не знал ее имени и фамилии. Кто знает, может, это новый повод для путешествия в Уфу. Юлия Абдулина, Алина Таюпова, телеканал ЮТВ.